Разрешите представить вашему вниманию тему моего выступления. Особенности орнамента армянской одежды на примере костюмов ичевского наследия. Мы уже в течение 3 лет занимаемся сбором информации о народных мастеристах нашего наследия. И в этом году мы решили более подробно рассмотреть работу наших мастерист на предмет соответствия традиционным канонам армянского жития. Это работа... У кого вы взяли материал там, или что, или сами шили? Народные мастеристы, которые учились. Нескольких человек или одной женщины? Одной. Одной, да? Бабушка. Особое место занимала охота на медведя, регламентированная строгими правилами и обрядами. Медведя называли иносказательно, часто словами, заимствованными с языков соседних народов. Это якуты, русские и якутиры. Охота на медведя была коллективной. Принимали участие не менее 9-11 человек. С появлением огнестрельного... Нюхатарын буммирубун бекачубиден аймаканис керем, носеш гюрден. Айнанич, бигер бабу, Кондакова Полина, надан класту кучидден. Üçüge hünküçügen Павел Васильевич Заболоской. Тема Отрен Аралджиннан Букетен. Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Кондакова Полина, я ученица 7 класса Чигейской школы имени Павла Васильевича Заболоского. Разрешите представить вам тему моего выступления «Хранители традиционного оленеводства». С самых древних времен эвены вели кочевой образ жизни, занимаясь в первую очередь оленеводством. Всегда летом, зимой? Летом, зимой. Хорошо. Информантом кто был? Мой отец и мой дядя. Да. Мой отец Кондаков Николай Владимирович и мой дядя Кондаков Яков Николаевич. Ну, хорошо. А как с владением родного языка? Родного языка не очень. Я учусь, но, наверное, в будущем я буду говорить по-армянски. Вот, будущее начинается сегодня, прямо с этого часа, с этой секунды и минуты, да? И поэтому, значит, самое главное для человека это развитие инфраструктуры, отдельным сектором экономики, изменение уклада жизни. В связи с этим мы считаем, что изучение не только истории родного края и чугейского наследия, но и будущего и перспективы даст возможность встретить намечающиеся элементы туристического освоения района, без всяких больших проблем встретить вхождение нашего наследия в глобальный туристический бизнес. Дальше. Методы исследования, изучение архивных документов и исторических источников, анкетирование, описание составления карты, сделать ввод в телеграмме с собранными данными. Это опрос на знание своего родного села. Я сделала анкетирование у своих односельчан. Вы видите на презентации. Дальше. Это карта Ичевского наследия. Здравствуйте, уважаемые жюри, участники конференции. Нас зовут Сисия Василина, зала имя. Разрешите представить вам тему нашего выступления о дикционократного винограда. То это. В нашей работе мы хотим познакомить вас с уникальными местами нашего родного края и Япония. Это удивительная гора холмов, высоких гор, хребтов, питание дальше от ледников, долинок и
Самоходцы Артиком называют сквозную долину между гребнями горного хребта, по которой бежит дорога или тропа. Река Антикирка, водопады Элемес. Антикирка бесшумная, своенравная, красивая горная река. Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Несер Барьевич, 7 класса чудесной школы имени Павла Васильевича. Разрешите представить вашему вниманию тему выступления христианской фермерской организации «Основа устойчивого развития села». Она есть той категории людей, которые сидит, сложа руки, прося помощи у государства. Это побудило меня к мысли о том, что если человек предан своему делу, то можно не только жить в сельском местности, но и при умелом подходе хорошо зарабатывать и начать свое дело. В связи с этим целью нашей работы мы определили изучение христианской фермерской организации. Наша СКФХ была создана в 2017 году. Мы содержим 35 кур, 3 козы, 35 коров, 7 голов лошадей. Также имеется один трактор МТЗ-80, 2 КамАЗа. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. Я Сивцева Виктория, ученица 8 класса Чудесской школы имени Павла Васильевича Заводского. Разрешите представить вашему вниманию работу гидронимы Чудесского наследия Ямковского улуса. Проделанная работа является продолжением поисковых работ по топонимике учителя венского языка и литературы Сивцевой Светланы Павловны и выпускников нашей школы. Любой географический объект имеет свое название, присвоенное ему человека. Всякое географическое название таит в себе определенный смысл. Многие водные объекты мы знаем с детства, но откуда они произошли или почему так называются, известно не всем. История народа была бы неполна, если забыть о топонимах, которые являются неотъемлемой частью территории. Без документальных подтверждений, научных работ, картографии можно потерять первоначальные названия, несущие в себе ценные исторические данные. С утерей данных можно потерять и истории народов, населявших в разные эпохи. Целью нашей работы является изучение описания гидронимов и чудесского наследия и исправить некоторые неточности на карте территории чудесского наследия Ямковского улуса Республики Саха-Якутия 1996 года. Для достижения цели поставлены следующие задачи. Изучить литературу по теме исследования, собрать информацию у старожилов названием. Возможно, мы добавим фотографии. Спасибо за внимание. Виктория Станова, ты, зала, эксперты, коллеги. Молодец, я принадлежу парку скорее. Источник литература, презентация, источник, Актуально. За последние 10 лет развитие туризма стал наверхопопулярным. Разрабатывать туризм разные маршрутные проекты. Учитывая, как привлекать природа, какие есть интересные исторические и природно-культурные места, мы решили разработать туристско-экскурсионный маршрут. В основу проекта мы положили конкурс среди юных охотников и рыболовов районной Пирама, который в нашей школе проводится с 2014 года. Актуальность данного маршрута очевидна, так как наша работа должна показать, что в нашем районе имеются культурные исторические места и объекты, которых мало известно, но хотелось бы, чтобы они знали больше жителей нашей республики. Цель проекта – разработать туристско-экскурсионный маршрут по объектам историко-культурного наследия Михайловского района. И чтобы достичь цели, необходимо вернуть. И последний 4-й блок – это подводная рыбалка на озере Александра. Перед вами программа республиканского конкурса «Военная 2020». Финансовое осуществление проекта. Проект краткосрочный, неделю полного финансового цели. Планируется реализовать за 4-5 дней. Питание, смешение в школе. Подарки, призы, общественное объединение «Ага-Сюгадя», «Модабан», спонсоры. Маршрут учеников, которые могут в Карачаке за счет участников команды. План рассчет расходов на республиканскую конкурса «Военная 2023». До конца
Awas,